Доброе утро, дорогие мои. Утро сегодня такое прям солнечное, прекрасное. Вот, выходя из дома, у меня сразу перед глазами мой палисадник. И подошла, чтобы снять его. Он, конечно, у кого красивые палисадники, красивые сады, красивые цветы, скажут, ну, тоже мне показывает что-то. Но для меня это красиво, хоть в этом году и не очень роскошные цветы у меня. Ну, посмотрите, разве не красиво расцвела календула? И львиный зев чуть-чуть цветет. И петуния вот, и белая, и сиреневая расцвела, и циния цветет. И там календула, видите, маленькая, маленькие цветочки. Но все равно разве не красивые? Я в действительности серьезно, друзья, отдыхаю, когда смотрю вот на цветы, на любые цветы, без разницы. И вы знаете, вот розочки у меня тоже дали в рост. Видите, они оставались у меня маленькие, вот прошлогодние, которые я посадила. Вот они уже дали в рост. И скоро будут... Это у меня желтенькая, по-моему, розочка. Да, желтенькая. Скоро расцветет. Вот не знаю, чем-то ей надо сейчас помогать или что-то делать. И вот красная тоже. Видите, тоже бутончики. Так, по-моему, есть? Нет, ничего живого нет. Думала, там что-то живность какая. Нет, есть. Значит, надо попрыскать чем-то. Эти две уже отцвели. Говорят, я слышала, что как только они отцветают, их нужно сорвать, чтобы следующие бутоны быстрее расцветут. Будет больше бутонов. А вот желтенькая роза, видите, какая прелесть. Я обожаю желтые розы. Больше даже, чем красные, я их люблю. Видите? А она почему-то осталась маленькой. Хотя роза тоже высокорослая. И вот свои мои, которые говорила, что они у меня вот уже сколько лет, ну, лет 5 точно, если не больше. Вот это тоже сорву. Они все-таки уже дали в этом году рост. Я их подрезала и немного ожили. Видите, какие бутончики красивые. Ну, разве не прелесть? Так, ну и вот. Ну, они уже, видите, эта роза тоже. Моя старая розочка. Но эти все розы примерно надо будет все-таки обрезать. Но я это сделаю не сейчас, а секатором отрежу. То их много, что-то не колется. Так, и вот у меня гладиолус тоже расцвел. Вот так вот, друзья. Гортензия уже отцвела, так иногда только цветочки. Вот мое начало моего утра. И теперь пришла я к своим опять перепелятам, вернее, своим деткам уже получается. Вот, покормила их. Корм старт, но его приходится перемалывать. Просто у меня сломалась кофемолка, обычно мы кофемолкой делали. А сегодня я вот таким вот способом перемалывала для них корм, насыпаю вот сюда вот и скалкой вот так вот, чтобы мельче. А то даже вот такой вот мелкий для них крупный они не едят. И как только заканчивается корм, они начинают пищать. Вот, когда им что-то нужно, они сами дают знать. Или если нет водички, или нет корма, то они начинают уже пищать. Причем у них даже не писк, а такой вот, как будто бы у большой птицы крик. Вот такая малышня у меня растет, друзья. Далее зубики полненькие, но все равно клюют и клюют, клюют и клюют. Как это хорошо. Они в действительности едят, как бройлерные цыплята. Вот бройлеры постоянно едят. И вот и перепелочки. Вот я заметила, когда вот первый сын вырастил, которых. И они все время клюют, как бройлеры. Никогда не отдыхают от еды. Это вот так вот. За 16 дней они выводятся. Срок инкубации. А 45 дней после вывода, на 45 и на 46 сутки они начинают нестись. Представляете, какая быстрая птица? Вот так вот. Вроде бы маленькие, кажется, немного едят, но мешок корма у нас вот для старшеньких, которых
Мы покупаем, ну, буквально быстро тает, прямо на глазах. Я вот буду сейчас записывать от начала и до конца, сколько будут кушать они. Сейчас я даже уже потеряла счет, сколько их, потому что по одному, по двум, по две штучки заносила, но за 60. То есть точностью не знаю сколько. Завтра я посчитаю. Так, дорогие мои, решила сегодня помыть дом свой. Ну, вот этот металлопрофиль здесь испачкался, грязный. Но сначала помою, сначала бетон, чтобы потом не брызгать. А то и цыплята, и все тут грязно очень. Сейчас помою бетон. Потом помою сверху полностью этот дом. И там вытру где-нибудь сверху на печке. Это пока я вот бегаю к этим моим малышам. Я же все-таки многодетная мамаша. Приходится туда бегать, смотреть за ними. Ну, теперь они более-менее немножко успокоились, пока я поставила картонки, а то все время выпадали, пищали, выбегали. Теперь уже не так. И температура у меня там наладилась. А то жарко, то холодно. Вот так вот, друзья. Сейчас быстренько помою бетон, помою полностью круговую дом. Мыла буквально 2 недели тому назад. Пачкается быстро, потому что мух много в этом году. Не знаю, в прошлом году, в этом году просто птицы много. Да и перепелки во дворе прям. У них прям много мух собирается. Сейчас намочу сначала. А потом вам по ходу покажу. Меня снимать некому. Таких тоже на одном месте будет стоять. Так что пока вот видите, стены грязные. А потом покажу чистые. Потолки, правда, сегодня не буду мыть. Потолки тоже грязные очень. Но мыть не буду сегодня. Это для них нужен отдельный день. Потому что потолок я уже, наверное, месяц не мыла. Он очень грязный. И быстро я не справлюсь, а у меня времени нет. Уже 2 часа дня, так что я не успею. Друзья, я закончила уборку. Правда, я уже закончила больше часа тому назад. Но чтобы не снимать, быстренько убежала, чтобы сорвать огурцы. Видите, собрала ящик огурцов, ну почти ящик. Горький перец и фасоль как раз у меня созрела. Стены я помыла, как видите. Чистенько все, ну правда, уже поздно, 6 часов. Быстро сорвала огурцы, пошла покормила 3-й раз своих уток-гусей. И заодно, пока я тут мыла, видите, сварила для бычка пшеницу. Ой, включила немного. Еще надо стол на место поставить. Там на столе все я вытерла, конечно, убрала. Везде помыла. Дом полностью тоже помыла со всех сторон. И дом, и бетон. Помыла все вот эти вот столбики черные. Мне их красить надо будет скоро, друзья. Вот видите, везде помыла. Все сделала. Чистенько, красиво. Видите, вот эти вот мои подлецы все время мне тут пачкают и гадят. Вот сегодня, если я вечером не вырублюсь от усталости, мне надо будет отрезать им крылья. Они перелетают через забор и целый день мне тут пачкают. Вот, друзья, здесь подмела, везде все чистенько помыла, все двери свои. И знаете, такая легкость, как будто бы я сама душ приняла, извините меня. Действительно, если все-таки, когда чисто, свежо, это очень хорошо. Добрый вечер, друзья. Так, захотелось мне к вечеру приготовить лепешки наши, ольгиш, без ничего, с картошкой и со сметаной и творогом. То обираться они. Так, честно, хоть я и готовила раньше, показывала вам, но сейчас тоже покажу. По-быстрому немножко. Так, мука просеянная. Так как мы дома только я, мама и мой дивер, тесто сделаю из, ну, чуть больше пол-литра у меня этот ковшик. Так, значит, сюда нужна чайная ложка соли, неполная чайная ложка соды, и нужно замесить тесто. Тесто должно быть, ну,
ну, как дрожжевое тесто, не очень крутое и не очень жидкое. И вот, друзья, тесто почти готово уже. Как я сказала, оно не очень крутое, но и уже не жидкое, не прилипает к рукам. Но перемешивать это тесто тоже не стоит, потому что лепешки будут твердые. Чашку я смазала немножечко растительным маслом. Вот видите, какое должно быть тесто. Я не знаю, видно или нет. От того, что оно чуть-чуть жидковато и прилипает к рукам, это ничего. Потом все равно в муке будет перемешиваться. Пока накроем пленкой. Просто не хочется идти туда в дом за полотенцем. Оно у меня там, я не принесла сюда. И пусть постоит тесто минут 15-20, полчаса. Это тесто может стоять в холодильнике до 1-2 дня. Ничего страшного, если когда оно стоит в холодильнике, что она чуть-чуть прикрывает, ну, покрывается серой пленочкой. Если вам так кажется, что не очень-то нравится, то эту серое можно снять, но а так ничего, это просто сода окисляется, поэтому бывает тесто серое. И, в принципе, у меня практически всегда это тесто лежит в холодильнике. Вот так вот, друзья. Так, и вот, друзья, тесто у меня полежало минут 20, пока варилась картошечка. Я сделаю пока 2-3 лепешки. Нам хватит. Остальное тесто поставлю в холодильник. Вот так вот, друзья. Вчера мне звонили, вызывали меня на работу. Но на работу у меня не получится. Выйти, пока мама больна. Теперь раскатаем наши лепешки и испечем их. Сегодня погода была очень хорошая. Нарвала огурцов я сегодня 3 ведра. Надо будет посолить. Я думала, в тот раз последние собираю. Оказалось, еще есть. Нарвала немножко фасоль сегодня. Пока печется та, будем раскатывать вторую. И вот, друзья, последнюю лепешку сейчас сделаю и будем ужинать. Картошка сварилась. Так, и пока печется последняя наша лепешка, я хочу приготовить туабеш, как говорится на ингушском. Просто у меня слишком жирная сметана. Утром только я пропустила через сепаратор, но уже почти как масло. Ни для меня, ни для мамы это не полезно. У меня уже простокваша. Скоро мне вот как поем, надо будет и творог сделать. Сюда в простоквашу я просто добавлю несколько ложек этой сметаны. И она уже будет менее жирная и ну не такая уж прям густая. И будет очень вкусно. И сюда же добавлю творог, который я уже заблаговременно накрошила. Все, лепешки наши готовы. Вот так вот. Чуть-чуть надо посолить. И будет очень вкусно. И вот, друзья, мои лепешки готовы. Картошечка тоже. Зеленый лучок. И, в принципе, вкуснее ужина вы, наверное, не поедите. Вот так вот. Вообще, с
таким вот еще, но без творога, только со сметаной. Я делаю такой, ну, не аджику, а цахтон называется, по-моему, цахтон по-астински, я точно не знаю, но острая приправа такая, тоже бывает очень вкусно. Ну и вот, друзья, стол к нашему ужину я накрыла. Кто здесь ужинает, приятного аппетита. Узюэлаш. Приходите в гости на картошку, туабеш и ольгиш. На лепешки, сметана с творогом и картошка, и зеленый лучок. Это очень вкусно, друзья. Ну вот как-то так.